Пожалуйста. Добрый день, уважаемые главы. Это вновь избранные. Пожелание одно, чтобы вы состоялись, чтобы ваш район с вашим приходом получил прорывное развитие, а для этого нужны прежде всего знания. Я немножко предысторию подхода к стратегическому планированию вам расскажу. В 90-е годы, когда началась масштабная трансформация общественно-политического уклада и экономики, восторжествовала либерально-рыночная концепция, и его авторы говорили, что рынок, ее невидимая рука все отрегулирует, отношения субъектов, хозяйствующих и так далее, и так далее. И в итоге был выпущен ряд законов, касающиеся либерализации экономической деятельности и касающиеся того, что одним словом можно говорить, государство руки прочь от вмешательства в экономику. Она сама в рыночных механизмах себя отрегулирует. Проекция на Бурятию того периода состояла в том, что начались массовые противоречия между производителями, покупателями, между поставщиками и потребителями, и решать этот вопрос никто не мог, арбитражных судов не было еще тогда, и все они решать свои противоречия пошли в правительство. А в правительство, действуя по данному закону, оно не имеет права вмешиваться в практические дела субъектов рынка. Но жизнь есть жизнь, приходилось разруливать, была тяжелейшая пора, если вы помните, особенно начиная с 1994 года по нулевой год, массовые забастовки, перекрытие транспортных магистралей, забастовки учителей, сельских даже жителей и так дальше. И тогда, в середине 90-х годов, все-таки правительство Российской Федерации выпустило закон о государственном прогнозировании, программировании экономической деятельности. И мы в числе первых субъектов Российской Федерации, тогда был премьер-министр Черномырдин, а наш президент был с ним довольно близко знаком по своей работе в Туркмении, а Черномырдин в тот период был министром газовой промышленности, поэтому у них были неплохие отношения, и республика в числе первых разработала федеральную программу социально-экономического развития Республики Бурятия на 95-2000 годы и на период до 2005 года. Это была первая вот такой ласточкой для того, чтобы государство начало как-то влиять на экономику. Кроме того, в 1996 году меня направили в Министерство экономики, а до этого я был 2 года советником у президента. И мы первое, что начали делать, это практиковать внедрение индикативного планирования. И с этой целью мы изучали опыты разных регионов, начиная от Якутии, заканчивая Санкт-Петербургом, включая Татарстан и так далее. Одним словом, систему государственного воздействия на экономические и социальные процессы мы тогда все-таки выстроили в 90-е годы. Потом был дефолт 98 года, который только начавшиеся точки экономического роста, оно быстро смыло. И с 99 года мы вновь с нуля практически начали оживлять экономику, и довольно быстро
нам это удалось, и с 2000 года наша экономика начала постепенно идти в рост. Прошло время, и этот закон о государственном прогнозировании и программировании, он практически исчерпал себя. То есть он не давал нового импульса для дальнейшего роста. И научная общественность России, в том числе и регионов, начала настоятельно в публикациях, в аналитических записках правительства, представительные органы власти с просьбой о том, что нужно переходить на принципы и методологию стратегического управления. Стратегическое управление само по себе уже использовалось давным-давно в Соединенных Штатах Америки, в Германии, в Японии, в Южной Корее, в Сингапуре и так далее, и так далее, и так далее. И горизонт стратегического планирования у них в развитых странах распространяется на 50, а то и на 100 лет. То есть они заглядывают на весь век вперед, делают различные сценарии, свое место в мировом политическом, экономическом, социальном, экологическом и так далее плане рейтингуют, и это дает основу для работы в более коротких временных горизонтах, в перспективном планировании, в оперативном, тактическом и так дальше. Но наша стратегия российская, она первая, в основном, да, для субъектов федерации. Она имеет горизонт 14 лет, от 17 по 30 год. Конечно, это очень мало для стратегии, но первый опыт, я думаю, что это правильно. Взяли такой временной горизонт, чтобы набить, что называется, руки. Вышел закон, запишите, пожалуйста, закон Российской Федерации о стратегическом планировании 28 июня 2014 года за номером 272. Закон этот довольно толстый, вы в интернете его быстро найдете, и не очень простой для восприятия. Поэтому главы я бы вас очень просил очень внимательно с карандашом поработать над этим законом, потому что с первого чтения восприятие будет никакое. Со второго, с третьего, четвертого, пятого, 10 чтения вы уже начнете впитывать сущностное содержание его положений. И это позволит вам, вообще говоря, выстраивать свою политику, во-первых, на срок своих полномочий, а во-вторых, рассмотреть за горизонт этого 5-летнего цикла. И хочу сказать, что для вас это имеет прямой смысл, даже потому, что сегодня в кадровом, в социальных лифтах, в административных лифтах действует только один институт. Это институт главрайона. Поэтому мы с хозяйствующих субъектов, конечно, правительство подбирает себе кадры, но тех кадров, которые были в советский период, скажем, с приборостроительного объединения, очень много специалистов переходило в правительство, в партийные органы, представительные органы, с авиационного завода, с локомотиво-вагоноремонтного, со строительных огромных комбинатов, то сегодня с этих ООшек и ИПшек очень сложно подбирать кадры. Поэтому единственным таким базой и институтом для пополнения правительства и представительных органов власти является районный уровень. Поэтому вам тоже нужно расти, смотреть перспективы своего административного, карьерного роста. А для этого нужны знания. Других я мотивов, вообще говоря, не вижу. Итак, в
В чем смысл стратегического управления? Но в любом управлении, любыми объектами, начиная от конкретной маленькой организации, заканчивая страной, управление состоит из двух частей. Первая часть – это управление текущим функционированием, и вторая часть – это управление развитием. Те руководители, которые по уши погрязают в первом, у них срок, как говорится, полномочий очень бывает, как правило, короткий. Поэтому необходимо такое совмещение, не забывая о текущих делах, все время думать о перспективах. Но вот по мере ускорения внешних изменений, особенно сейчас мы видим в мире, что происходит, такая стохастика. И есть очень серьезные прогнозы на то, что возможно и Третья мировая война. Угрожает человечеству своим существованием по изменению климата. В прошлом году в Париже было совещание, аналогичное совещание в Рио-де-Жанейро, впоследствии в 1992 году и впоследствии в нулевых годах это было в Южноафриканской республике. Стал вопрос о повестке о климате, о влиянии изменений климата на существование самого человечества. И мы живем в условиях, когда сейчас будут приняты очень жесткие нормативы выброса углекислого газа в атмосферу, и за это страны будут платить, и очень бешеные деньги. Поэтому и этот вопрос тоже касается и вашего муниципального уровня. Понятие стратегии само по себе, оно исторически имеет 2-3 тысячелетнюю историю. Началось, как всегда, все в Древней Греции. И это слово греческого происхождения, оно означает, в Древней Греции титул стратег означал руководитель, облеченный высокими полномочиями. И, как правило, стратегические все вещи исходили, своим предназначением имели военные действия. В Китае несколько тысячелетий назад, 480-е годы до новой эры, уже была написана книга под названием «Искусство стратегии». Считают, что его автором является Сунь Цзы. Давайте определение, которое он дал стратегу, по-моему, лучше не скажешь, поэтому я попросил вас записать. Сунь-Цзы. Тот, кто одержал сотни побед в сотнях конфликтов, запишите, пожалуйста, и зарубите себе на носу вот эту фразу. Тот, кто одержал сотни побед в сотнях конфликтах, вряд ли обладает высоким мастерством. Тот, кто владеет высоким мастерством использования стратегии, покоряет других, не вступая с ними в конфликт. Тот, кто одержал сотни побед в сотнях конфликтов, вряд ли обладает высоким мастерством. В 10 драках 10 раз выиграл, не считать себя героем. А надо, не вступая в драку, покорить его. Тот, кто владеет высоким мастерством использования стратегии, покоряет других, не вступая с ними в конфликты. В 20 веке первенцем, пионером стратегического планирования и управления являются Соединенные Штаты Америки. И связано это с Делано Рузвельтом и Великой депрессией 30-х годов. И для того, чтобы оптимально управлять ограниченными ресурсами,
начали американцы внедрять принципы стратегирования. Поэтому научная дисциплина, которая занимается проблематикой стратегий деятельности, носит название стратегического управления. Стратегическое управление – это не только дисциплина конкретного управления, это дисциплина прежде всего и для всех отраслей экономики, это дисциплина для пространственной экономики, это дисциплина теории организации и менеджмента, это дисциплина для кибернетики, финансов и так далее. Далее. Давайте запишем определение стратегии. Да? Стратегия – это система представлений о желаемом будущем. Стратегия – это система представления о желаемом будущем, направлениях действий, необходимых для достижения этого будущего. Стратегия – это система представлений о желаемом будущем, направлениях действий, необходимых для достижения этого будущего, инструментах, механизмах, ресурсах, которые дают возможность осуществить эти действия. Итак, еще раз. Стратегия – это система представления о желаемом будущем, направлениях действий, необходимых для его достижения, инструментах, механизмах и ресурсах, которые дают возможность осуществить эти действия. В любой категории, в любом предмете деятельности нужны руководствоваться принципами, да? Поэтому я вас прошу записать основные принципы реализации стратегии. Первый основной выход, принцип, это выход за пределы бытового мышления. Выход за пределы бытового мышления. Умение видеть перспективу. Второй принцип. Согласованность интересов разных сторон и скоординированность действий. Согласованность интересов разных сторон и скоординированность действий участников. Третий принцип – это разграниченность полномочий, то есть разделение труда. Разграниченность полномочий. Четвертый принцип – прозрачность и открытость. Пятый принцип – реалистичность. Шестой принцип – результативность и эффективность. Вы всегда разделяете вот это понятие результативность и эффективность. Вроде кажется, это одно и то же. Это не одно и то же. Результат – это объемная масса чего-то полученного результата какого, продукции, услуг и так далее. А эффективность – это максимальный эффект, полученный на единицу затраченных ресурсов. Поэтому это два немножко параллельных понятия. Восьмой принцип – это измеряемость целей и задач.
Не просто там поэзию размечтался, как, скажем, Илья Обломов, а каждая цель и задача должны иметь экономическое измерение. Например, увеличить валовый внутренний продукт с до, или увеличить валовое производство сельского хозяйства в районе с до, и так далее. Далее, программно-целевой подход, 9-й принцип. Существует 3 подхода стратегического мышления, подхода к стратегии. 3 подхода к разработке стратегии. Первый подход – это стратегия новых горизонтов. Стратегия новых горизонтов. Это умение мыслить далеко за пределами существующей повестки дня. Это поиски радикальных путей к успеху. Второй подход – это стратегия улучшений. Она сама за себя говорит. Это совершенствование действующей системы с помощью разных модификаций, модернизаций, улучшений. И третий подход – это стратегия совмещения. То есть это гибридный подход, совмещает стратегию новых горизонтов и стратегию улучшения. Ну, вам, я считаю, что наиболее близок будет третий подход. Неэффективную стратегию ожидают 4 судьбы. Запишите. Неэффективную стратегию ожидают 4 судьбы. Первое – это разделение на меньшие субъекты. Второе – это продажа доли собственности и привлечение на этой основе инвестиций. Третья судьба – это сокращение штатов, активов. Сейчас оно спрятано под словом оптимизация. И таким образом из этого прекрасного термина сделали пугало. Ну и четвертое – это, конечно, прекращение существования путем поглощений, слияний, закрытий и так дальше. Какие правила при подготовке стратегии? Запишите их, пожалуйста. Первое правило. В стратегии нельзя полагаться только на здравый смысл. Нужен еще полет мыслей. Второе правило. В стратегии мнений большинства чаще всего ошибочны. Мнение большинства чаще всего ошибочно.
Третье правило. Стратегическое настоящее – это уже прошлое. Четвертое правило – это использование опыта успешно реализованных стратегий. Пятое правило. Ни одна стратегия не реализуется вечно. Шестое правило. Главный враг стратегического мышления – инерционное мышление. Следующее правило. Успешная стратегия не может быть нечестной. Успешная стратегия не может быть нечестной. Следующее правило. Стратегии призваны превращать хаос будущего в систему. Стратегии призваны превращать хаос будущего в систему и в успешный стратегический проект. Следующее правило. Стратегии всегда должны быть оптимистами. С бухгалтерским мышлением стратегам сложно стать. Стратегии всегда должны быть оптимистами. Следующее правило. Необходимо всегда переоценивать конкурента. Не недооценивать, а переоценивать конкурента. Следующее правило. Стратегии должны оптимизировать ограниченные ресурсы. А как? Стратегии должны оптимизировать ограниченные ресурсы. Ресурсы всегда ограничены, правда? А как оптимизировать? Используя фактор времени как главный. То есть растянуть во времени. И так далее. Да? Далее. Последнее. Стратегии должны выявлять и ориентироваться на истинные потребности системы, а не на желания ее лидера. Стратегии должны выявлять и ориентироваться на истинные потребности системы, а не на желания главы администрации. Сейчас новосибирцы делают стратегию Бурятии, подготовили несколько вариантов, две итерации прошли, и была последняя встреча с главой разработчиков, и в итоге глава дал им свой макет, схему, и эта стратегия переделывается под эту схему. Я не могу сегодня однозначно одобрить или критикануть такой подход. 29 ноября будет совет по стратегическому планированию при главе. Там будут презентован последний вариант, посмотрим. Но если будут несоответствие с этими 12 правилами, конечно, мы свое мнение выскажем. Я, по-моему, исчерпал или еще нет?
Все. Спасибо. Регламент, спасибо большое. Ну, желаю вам всем удачи. Из всех присутствующих я знаком только с Баргузинским, главой Алексеем Леонидовичем. Не вижу вновь избранного Акинского, Мадасова. Но всем вам желаю чего? Однажды, это в начале нулевых годов, тоже на таком совещании с ограниченным кругом глав, я им задал вопрос: какова все-таки центральная ваша функция, основная центральная функция? Ну, много говорили, только один сказал правильный ответ из 18 или 20 человек. Знаете, какой ответ он? Надо, говорит, свести бюджет и постараться обязательно его выполнить. Спасибо. А можно вопрос? Да. Каменское поселение, вот по стратегическому развитию говорили, сейчас Новосибирск делает республики, да? А с нас сейчас требуют как бы тоже дать по своим поселениям стратегическое развитие. Как-то вот это телега не впереди лошади идет у нас, получается. Впереди немножко. Потому что все-таки должна быть, у вас должна быть какая-то ориентация. Какова миссия стратегии 2037 Бурятии, правда? Какое видение они вкладывают в него? И примерно от этого исходить, тиражировать, так сказать, на свои районные особенности. Не так как. Поэтому я думаю, вы не это, как теперь говорят, не парьтесь. 29-го все фишки будут расставлены, и если пойдет в работу макет, который предложил глава, то он получит тиражирование и на ваш уровень, не так кажется. Так, еще вопрос. Без тиражирования требуется все равно. А? Без тиражирования или без согласования все равно в любом случае требуют для того, чтобы главу поселения, соответственно. Это идет, знаете, по иерархии, по вертикали. России так бездушно закон выпустили. Если посмотрите 45 и 47 статьи, то там предусмотрены дисциплинарные взыскания за невыполнение этих положений. А там сказано, что в течение 2014 года должны быть подготовлены все подзаконные акты. Прежде всего, методические указания по разработке стратегии. Второе, третье и так далее. Должны создать информационный центр по всем, чтобы интегрировать все стратегии субъектов в одно. Должен быть создан реестр стратегий. Ну, ничего не создано, кроме, мне кажется, вот в этом году только Минэкономразвития сделала методические рекомендации. Даже сейчас не знаю, на утверждено ли. Но я вам желаю, чтобы вы с законом поработали. Это очень хороший документ, а поскольку он хороший, потому и трудно восприимчив с первого раза. С ним надо работать. Желаю удачи. Спасибо большое.